фавориты апреля, косметические свои, как в уходе за волосами, так за лицом и декоративная косметика. Начну я, как обычно, об уходе за волосами. Значит, это первый шампунь, который мне очень нравится, и который я решила первым показать, потому что я его использовала очень часто в апреле месяце, он просто потрясающий, я его абсолютно всем советую. Этот шампунь называется BioCap Beleza от итальянской фирмы BioSlime. Здесь очень много полезных масел, полезных ингредиентов, здесь состав просто потрясающий, и он не содержит ни силиконов, ни СЛС, ни парабенов и так далее. То есть очень хороший шампунь и подходит для частого использования. Я его очень-очень часто использовала. Как видите, вот наполовину он у меня уже закончился. И это обязательно станет моим must-have, буду его себе покупать всегда. Тем более сейчас он обновился и стоить он немножко дороже, но у него вышла обновленная такая упаковочка, более зеленая. Следующее... Фаворит в уходе за волосами — это маска Absolute Repair от L'Oreal Professional. Отличнейшая маска, которая мне очень нравится, и она совсем не сушит волосы, она наоборот их как-то распутывает, она предотвращает ломкость, это 100%. Она очень хорошая, довольно приятно пахнет. Я ее использовала наполовину, потому что я использовала ее как в качестве бальзама, так и в качестве маски. Использовала каждый раз после мытья головы. Это однозначно мой фаворит и must-have. Следующие продукты в уходе за лицом. В этом месяце я активно использовала вот такой гель-тоник очищающий от Bavor. Я его начала использовать зимой, но мне тогда он очень не понравился, он мне начал сушить кожу, и я думала, у меня на него есть аллергия, но мне вообще косметолог советовал эту штуку для использования на период весна-лето. Сейчас я его начала использовать, действительно он ни капельки не сушит, он отлично очищает поры просто, и свежесть после него такая, он содержит экстракт мяты, поэтому после него остается такая свежесть очень приятная, и мне он очень нравится, и я думаю, что обязательно возьму еще один, если он закончится именно на период вот весна-лето. И следующий мой фаворит — это зеленая глина. Почему? Потому что апрель у нас был таким как раз переход от холодной погоды к теплой, и поэтому, естественно, это все отражалось на коже. Я использовала вот такую глину в разных пропорциях, то есть наносила с разными средствами. Она мне очень нравится и однозначно мой фаворит апреля. И дальше мы перейдем к декоративной косметике. Снова мой фаворит — это Lancome Tint Miracle. Очень нравится этот тональный крем. Я его использовала где-то вот отсюда. Я его использовала как для дневного, так и для вечернего макияжа абсолютно каждый день. Больше ни на какой его не меняю. Мне он нравится, как он выравнивает цвет лица. Он мне не подчеркивает ни шелушения, ни поры. Он держится отлично. 12 часов он свободно выдерживает. Тем более, если нанести под него какой-нибудь матирующий крем, мне даже матирование где-то на полдня не надо, часов на 6, на 7, я даже не вспоминаю о матировании. Очень нравится, однозначно мой фаворит в оттенке 010. Следующее — это пудра от Vichy. Я также ее уже на протяжении 3 месяцев очень активно использую. Это Vichy Dermablend. Во-первых, мне надо ее доиспользовать, потому что у нее остался где-то срок годности еще год из 3. Она мне очень нравится, она фиксирует, она хорошо матирует, и опять же вот на период весна-лето именно такая фиксирующая прозрачная пудра незаменима, потому что меняется у нас цвет лица в связи с появлением солнышка, и такая, я считаю, что прозрачная пудра, не обязательно Vichy, они у многих уже сейчас появились фирм, такая пудра должна быть у каждой девушки. Следующее — это бронзер от Art Deco, лимитированная коллекция в оттенке для брюнеток. Я его много раз показывала, я использую его часто в макияжах своих, очень нравится мне, и я его довольно-таки быстро использую, тут уже, приличного количества нет. И также он содержит SPF 15, что очень хорошо для бронзирующей пудры. Следующее — это фаворит база для теней. Это, естественно, MAC, которая мне очень нравится и которую я использую каждый абсолютно день. Также на вечерний, на дневной макияж. Вот так. Я туда уже нечаянно успела залезть ногтем своим. Вот. Ну ничего страшного, то есть я ее вот уже использовала, даже не видно там, где был отколот кусочек. Очень нравится, она суховатая, опять же на период весна-лето, начало осени, она отличная база.
В кистях мои фаворитами были две кисти. Это MAC 217, которая, опять же, считаю, что должна быть у каждой девушки, кто даже начинает учиться делать макияжи и так далее. Эта кисть сама рисует. То есть ее даже не надо заставлять это делать, она сама находит косточку, она ее выделяет, складочку. И вот такая вот кисть от Dior, средняя для теней. Также мой фаворит, я ее очень-очень люблю. И в тенях мои фавориты, естественно, были тени от MAC, которые я использовала целый месяц. Я обязательно хоть один цвет в своем макияже или дневном, или вечернем брала именно из этой палетки. Они очень устойчивые, они очень красивые. Ну и также назову цвета, которые я использовала чаще всего. Это был для дневного макияжа, это был цвет брюле, всем известный. Это был Soft Brown, вот такой для выделения складочки. И это был Mystery. Вот эти три матовых оттенка, они мне очень нравятся для дневного макияжа. Плюс я выделяла еще или карандашом, или делала подводочку. Но для дневного макияжа, тут даже вот если посмотреть так поближе, то видно, что я вот этот вот цвет я больше всего использовала. Для вечернего макияжа я уже использовала на все веко, например, вот этот Mystery, я использовала Brown Down. И, например, вот этот вот цвет, правда, я не помню, как он называется, сейчас я посмотрю, постараюсь посмотреть. Это цвет Mythology, он такой персиковый, с крупными блестками и крупного помола. Также мне нравился в этом месяце под бровь, я выделяла вот таким цветом Shroom, очень красивый такой сатиновый перламутровый цвет. И для вечернего макияжа также я использовала синий под названием Контраст. Тоже отличнейший, очень красивый цвет, и я довольна на 100%, те, кто меня спрашивал, на 100% довольна вот этими всеми тенями. Следующий мой фаворит, это для вечернего макияжа была тушь от Yves Saint Laurent, эффект накладных ресниц. Для дневного макияжа я использовала Bourjois Volume Max, новая тушь. Она немножко осыпается, но так как она придает объем ресничкам и удлиняет их, она мне очень-очень нравится, и также я ее всем советую, она не раздражает совсем глаза. Это уже всем известная тушь Yves Saint Laurent, я не буду говорить, я не говорила очень много раз. Для бровей я часто использовала вот такую пудру от Art Deco в оттенке 0,5, которая также у меня сейчас на бровях. Вот так она выглядит. Очень хорошая, очень стойкая, не стиралась в течение всего дня и, может быть, даже и ночи, когда я не успевала переделать макияж. Также для глаз однозначный фаворит была подводка от Atelier в черном цвете. Вот такая, я ее уже очень много использовала, я ее наносила практически каждый день, также и для вечернего, и для дневного макияжа, она мне очень нравится, можно варьировать с шириной линии, и для новичков, мне кажется, тоже самый оптимальный вариант, именно гель-лайнер вот такой. Духи я в этом месяце использовала, у меня вот здесь практически не осталось, это Кристина Агильера Royal Desire. Очень такой необычный аромат, он мне нравится за счет того, что его можно было использовать и на вечер, и на день. На день он был более таким холодным, более свежим ароматом. На ночь он уже становился, он как хамелеон, он становился более сладким и таким напоминал какую-то сладкую вату, вот запах чего-то сладкого, сладости, более кондитерский запах. И для губ у меня было три фаворита. Это бальзам, я уже начала использовать Lip Ice с SPF защитой. У меня на данный момент вот такой бальзам обычный, я его покупала в аптеке. Он недорого стоил, где-то $4, но здесь есть SPF 25, поэтому на лето, весну тоже отлично. На ночь я, как обычно, использовала Prime Intense от Laino, но он мне на данный момент, я уже его доканчиваю, потому что он мне не очень как-то нравится уже, и мне кажется, он немножко даже подсушивает губы, вместо того, чтобы их увлажнять. И однозначный фаворит это был Art Deco Hydra Lip Booster в оттенке 28. Я его очень люблю на день, потому что не люблю на день выделять ярко губы. И вот такой также блеск от Art Deco Hydra Lip Booster в оттенке 55, он мне очень нравится. Если я не успевала накрасить глаза, я делала стрелки, я, например, красила тушью какой-нибудь и выделяла ярко губы, также смотрелась отлично как для вечернего, так и для дневного макияжа. Ну вот это, в принципе, были все мои фавориты, я надеюсь, вам понравилось, может вы тоже чем-то пользовались, напишите свои отзывы и до встречи в новых видео. Пока!